Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Спрос, виновник предложения. Центр амбулаторной неотложной помощи в Триумфе приостановит свою деятельность. Технологии для почти бездорожья. В автопоезда Удачнинского горнообогатительного комбината установили оффлайн-навигаторы. Современная помощь в борьбе с осадками. В Нерюнгре началась механизированная чистка дорог от снега. На заседании Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе рассмотрен ряд важных вопросов для Дальнего Востока. Трутнев отметил, что в текущем году в соответствии с поручением президента значительно увеличены средства федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в регионах Дальнего Востока. Плановое финансирование из регионального бюджета увеличено на более чем 446 миллионов рублей. Рассмотрены предложения регионов об упрощении получения разрешений на вырубку леса в целях обустройства минерализованных полос и противопожарных разрывов, предназначенных для защиты населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. Глава республики принял решение, оставил финансирование на уровне предыдущего года, плюс добавилось увеличенное в 5 раз по Якутии финансирование за счет бюджета Российской Федерации. Поэтому Якутия – это очень такой особый субъект с точки зрения лесных пожаров, и достаточный объем выделенного финансирования и со стороны федерального бюджета, и со стороны бюджета республики дает возможность надеяться, что мы в этом году не будем снова вылетать на пожарище. В этом году противопаводковые мероприятия на реках Лена и Колыма по ослаблению прочности льда будут проводиться на территории 8 муниципальных районов республики. Объем финансирования составляет около 27 миллионов рублей. Предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда будут проводиться на 46 затороопасных участках, в том числе по зачернению на 39 участках, которое будет составлять 486 гектаров. Распиловка же пройдет на 7 участках по общей длине в 41 километр. Работы начнутся после подписания государственного контракта. В России планируют включить консультации психиатра в перечень бесплатных услуг при диспансеризации для переболевших COVID-19. Инициативу рассмотрят сенаторы совместно с Минздравом Российской Федерации. По словам главы Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Светенко, это позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, на которые так часто жалуются те, кто переболел COVID-19. Центр амбулаторной неотложной помощи в Центре спортивной подготовки «Триумф» в столице республики приостановит свою деятельность 19 февраля в связи с сокращением числа посетителей. Он будет работать по 18 февраля включительно. Отметим, что с начала работы врачи центра приняли около 16 тысяч человек. Открытый 27 января по поручению главы Якутии Айсена Николаева центр позволил разгрузить работу амбулаторного звена системы здравоохранения Якутска, значительно снизив нагрузку отделений неотложной помощи поликлиник. Пациентам, обслуженным в «Триумфе» в последние дни, организуют аудиоконсультации врача поликлиники по месту жительства. Тем временем мирнинцы стали меньше болеть ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. Показатель заболеваемости снизился на 16%. Такую статистику предоставили в медцентре «Алроса». Амбулаторный центр, который открыли 2 недели назад, продолжает прием пациентов. Здесь ждут с симптомами и признаками респираторных заболеваний. Врачи проведут экспресс-анализ на ковид, назначат лечение и дадут рекомендации, а также оформят больничный лист. Несмотря на то, что количество заболевших простудой в Мирном снизилось, врачи в амбулаторном центре принимают в день до 100 человек. Чтобы избежать очереди, запись к врачам ведут по телефону. Прием пациентов с 8 утра до 8 вечера каждый день без выходных. И если мы, от дежурной, которая вот тоже за моей спиной находится, она поступает сигнал о том, что в очереди сидит там 15 человек, тут же есть готовые бригады, которые сразу выезжают и занимают свои столы и начинают работать.
Создание цифровой платформы для прямых закупок стройматериалов может отчасти решить проблемы с ростом стоимости строительства. Сейчас 80% поставок идет через посредников, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что многие производители сами этого не хотят, создают торговые дома, чтобы зарабатывать дополнительно. Напомним, ранее Хуснуллин обвинил железнодорожных перевозчиков в сговоре при повышении цен на перевозку стройматериалов. Он отметил, что раз в 2 недели проводит совещание по теме промышленных стройматериалов со всеми заинтересованными ведомствами. В автопоезда Удачнинского горно-обогатительного комбината установили оффлайн-навигаторы. Техника выполняет рейсы на Верхнемунское месторождение. Навигаторы используют впервые. Они помогут оперативно реагировать на дорожную обстановку как водителям, так и дорожным службам. С помощью оффлайн-навигатора водители автопоездов смогут регистрировать на проблемных участках гололед, заносы и нарушения дорожного полотна. Вся зарегистрированная информация поступает на сервер, который отслеживает служба безопасности движения. В свою очередь специалисты отработают все подтвержденные на трассе неисправности. Собранная информация полезна и службе безопасности движения, и другим водителям на трассе. 85 единиц техники уже оснащены приложением. Водитель едет на своем автопоезде, видит какую-либо неисправность на ВТП, либо несоответствие ее какому-то должному значению, делает остановку, ставит соответствующий знак с дорожным событием, эту информацию проверяет, фиксирует ее, и все остальные участники дорожного движения, в том числе, которые идут за этим водителем, так и те водители, которые идут перед ним, видят эту информацию. Продолжается согласование и утверждение проектно-сметной документации новых объектов в рамках реализации программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». 33 проекта направлены на экспертизу. Всего в адресный перечень вошли 124 территории в 37 муниципальных образованиях Якутии, в том числе 75 территорий в столице республики. Все объекты будут введены до 1 ноября 2022 года. Среди планируемых к вводу объектов мини-парк в селе Магарас горного района и парк Кунку в селе Андреевский Верхневилюйского района. Также будут благоустроены дворовые территории в поселке Сангар, городе Ленске, а также парк культуры и отдыха в селе Булгуняхтах Хангаласского района. Зима в Ленске в этом году не щедра на осадки, но, тем не менее, очистка придомовых территорий от снега – одна из важных обязанностей коммунальных служб в холодный период времени. Как справляются со своими обязанностями управляющие компании, проверила Анна Кожевникова. Куча снега во дворах многоквартирных домов в зимнее время становится излюбленным аттракционом для детей, что представляет для них опасность. И такие навалы снега, которые детвора используют в качестве горки для катания, возвышаются прямо в центре города возле многоэтажек. Подобная ситуация встречается и в отдаленных микрорайонах, и в частном секторе. Но если за придомовую территорию индивидуальных домов отвечают собственники, то за уборку дворов многоквартирников несут ответственность управляющие компании. До периода низких температур ряд дворов, домов мы вычистили от снега, вывезли сразу же эти кучи все. Микрорайон Северный полностью, и часть домов в городе, и 3 дома на Алросе. Как видимо, еще не все дворы убраны даже у коммунального предприятия, в чьем ведении большая часть многоэтажных домов центра. Остальные некрупные управляющие компании, как сообщили их руководители по телефону, ждут, когда подрядная организация по уборке снега, а таковая единственная в Ленске, очистит территории основных заказчиков – общества с ограниченной ответственностью «Гранд-сервис» и Ленского предприятия жилищного хозяйства. Но мнение жителей по поводу уборки дворов разделилось. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот придомовые территории от снега хорошо чистят, нет? Снега нормально, мусор не убирают. Снег-то? Ну, хорошо было бы, да, чтобы убрать, чтобы дети не катались, чтобы на дорогу не проваливались. Недавно приехали с отпуска. В том году было чище гораздо. В этом году не очень. Я смотрю, горы тут складируют, да, у вас? Да, ребятишки катаются, так машины стоят, не дай бог, хоть кто-то попадет под колеса. Вообще-то чистят, но недостаточно часто, потому что чаще всего... Ну, у нас, опять же, здесь своя причина, потому что у нас очень многие не убрали машины в гаражи, поэтому не всегда может пройти чистая очистка снега. Но 2 раза в год чистят обязательно. Зима в этом году выдалась почти бесснежная. Осадков меньше, чем в идентичные периоды минувших лет. Но впереди еще март и апрель. А в наших северных широтах весна бывает и морозной, и щедрой на снегопады. Поэтому заключительную оценку работы коммунальщиков можно будет дать после оттепели, в апреле, когда неубранный снег начнет превращаться в лужи. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Тем временем в Нерюнгри началась механизированная чистка дорог от снега. Несмотря на то, что в этом году зима выдалась малоснежная, февральские ветра образовали наносы на дорогах. И как следствие произошло сужение проезжей части. Поэтому Нерюнгринской городской администрации было принято решение приступить к комплексной очистке дорог. На улице вышла снегоуборочная техника, 2 грейдера, погрузчик и 4 автомобиля, осуществляющих вывоз снега. Очищена уже улица Чоропчинская. Значит, в настоящее время ведутся работы по очистке улицы Ленина. В плане стоит в дальнейшем это проспект Мира, Южноякутская, Пионерная. Вот основные улицы, где в ходе проверки выявилось очень сильное сужение улицы и, соответственно, очистка. Продолжаются, естественно, работы по очистке тротуаров, естественно, значит, урн и автобусных остановок. Это мы, естественно, делаем в обязательном порядке. Лучшие произведения современных мастеров-ювелиров презентовали в Государственном историческом музее в Москве. Выставку украсили более 200 работ победителей конкурса «Россия. 21 век», организованного Гохран-страны. Обладательницей первого места стала якутянка Варвара Соловьева. Подробнее о ее работе и конкурсе в материале Айсены Бурнашовой. Работа должна быть выполнена не позже, чем 3 года до начала конкурса. И все эти работы готовились мастерами, и они предстали перед довольно серьезным жюри. Из более 500 заявок и 1500 работ эксперты отобрали лучшие. Мастера из разных регионов России боролись в 12 номинациях. Новые имена национальной ювелирной отрасли чествовали в парадных сенях. Сегодня традиции российского ювелирного искусства и декоративно-прикладного искусства, они живут, побеждают и весьма достойно представляют нашу Россию. Якутянка Варвара Соловьева представила набор утилитарных предметов «Кулум» – очки и курительная трубка. Они выполнены из серебра, рога, капкорня, украшены объемной резьбой и наполнены этномотивами. Уникальность этих работ и в том, что они выполнены с использованием традиционной техники литья оловом. Раньше такая инкрустация была широко распространена у северных народов, но была утрачена. Вот восстановление этой технологии я работала вместе с Александром Даниловым, с Олегом Иннокентьевичем Соловьевым. Работали с музейными экспонатами, с литературой. Варвара черпала вдохновение в древней культуре народов Якутии, буквально возродила облик традиционных изделий. Это и оценили на конкурсе. Якутянка получила первое место в номинации «Национальная тема». Да, конечно, это прям волнительно, и я счастлива. Спасибо. Это победа не только моя, да? Это победа учителей моих, преподавателей, близких людей. Мастера-ювелиры, продолжающие славные традиции Отечественной школы ювелирного искусства. Вместе с работой Варвары на выставке представлены произведения и других якутских мастеров. Их работы будут украшать Государственный исторический музей еще 2 месяца. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.